Огромный привет всем поклонникам белорусской женской лиги. Мы с вами переносимся в столицу, в город-герой Минск, где сегодня состоится поединок 33-го заключительного тура Макслайн женской лиги сезона 2025. Ну и, соответственно, футболистки Минска сегодня принимают ДЮСШ Полесс ГУ. Ну и вот что символично, совсем недавно девчата разминались, да, сегодня очень холодно в столице, но вот как раз в преддверии нашего поединка, когда звучал гимн, пошел еще к тому же снег. Ну вот, не знаю, как будут такие погодные условия действовать девушкам, но в любом случае, конечно, желаем удачи. Самое главное, чтобы обошлось сегодня без каких-либо повреждений. Ну и, конечно, пожелаем удачи. Вот под занавес сезона, уверен, что и горожанкам из столицы Беларуси, и, соответственно, печанкам будет хотеться себя показать, проявить, ну и на мажорной ноте, что называется, завершить этот сезон. Девушка из футбольного клуба Минск будут работать в сине-оранжевой форме. Такая вот тоже интересная, соответственно, расцветка по ходу этого сезона. Очень часто, кстати, девчата Андрея Пышника играли в такой форме. Ну а девушки из Пинска будут работать в красно-белых цветах. Ну что ж, давайте поговорим о составах наших сегодняшних соперниц, ну а затем будем внимательно следить за происходящим на футбольном поле стадиона футбольного клуба Минск. Кстати, друзья, параллельным курсом на стадионе Динамо Юния, Динамо Бгувк, новоиспеченные, скажем так, чемпионки будут играть против команды Гомеля. Ну что ж, команда ДЮСШ Полесс ГУ. Итак, в воротах номер 1 это Мария Толстая. Далее полевые футболистки номер 2 Екатерина Чалык. Номер 3 Елизавета Чухольская, номер 5 Диана Романюк, номер 6 Екатерина Луцкевич, номер 7 капитан команды Яна Голик, номер 10 Анастасия Агиевич, номер 11 Надежда Шинкарук, номер 14 Дарья Илькевич, номер 17 Милена Чадович и номер 18 Екатерина Шилова. Вот такой вот состав у коллектива Сергея Чепкова, ну и, соответственно, ему помогает Николай Коляда. Что касается ростера команды Минск, в воротах номер 21 Мариана Брилева, полевые футболистки номер 4 Ксения Кубичная, номер 6 капитан команды Лиана Мирошниченко, под 7 Яна Хотарева, номер 9 Дарья Протасюк, 10 Шемирах Налугия, номер 11 Мария Куприянчик, номер 17 Валерия Белая, номер 44 Лада Пашковская, номер 76 Виктория Валюк и 88 номер это Мирослава Зубко. Такой вот состав у команды Андрея Пышника. Ну и видим, что горожанки мчатся в атаку. Вот первая, собственно, острота появляется у ворот Марии Толстой. Но футболистки из команды ДЮСШ Полесс ГУ в этой ситуации отстояли свои ворота на замке. Ну, посмотрим, опять же, как будет проходить наш сегодняшний поединок. Но вот первые две игры, которые были сыграны в рамках чемпионата, завершились с одинаковым счетом 10-0, 10-0. Горожанки были сильнее коллектива Сергея Чепкова. Ну, полагаю, что многие специалисты, скажем так, нашего белорусского женского футбола сегодня тоже ожидают большого количества голов. С другой стороны, опять же, эта игра не несет в себе какой-то турнирной нагрузки, поэтому, в принципе, можно тут так спокойно, наверное, размеренно действовать девчатам. Опять же, уже нету этого груза ответственности ни у Минска, ни у команды ДЮСШ Полесс ГУ, поэтому можно так вот спокойно, в принципе, отыграть, в принципе, в свое удовольствие. С мячом сейчас Лада Пашковская. Перевод мяча на правый фланг. Все четко, все грамотно. Достаточно дальняя такая была передача, тем не менее без потери мяча. Все здесь прошло, и удар от Мирославы Зубко. Мяч всколыхнул сетку ворот, как видим, Марии Толстой, но, правда, с внешней стороны. 2 минуты уже позади. Ну, горожанки, в принципе, на правах хозяек, да, собственно, и на правах того, что они являются фаворитками этой схватки. Вот, видимо, очень активно атакуют и прессингуют ворота Марии Толстой. Несколько уже таких вот интересных эпизодов у нас случились в поединке. Еще одна попытка. Удар за пределов штрафной площади. Шамирах Налугия. Футболистка из Уганды. Таким вот образом тоже исполнила свой удар, но, откровенно говоря, мяч свалился с правой ножки этой легионерки команды Андрея Пышника. Я уже, друзья, говорил о том, что параллельным курсом Динамо Бгувк будет играть с Гомелем. Ну а завтра у нас заключительный 33-й тур продолжится 3 матчами. Бобруйская Белшина сразится с брестскими динамовками. Команда АБФФ
ВУ-19 примет Зорку БДУ, и Новополоцкий Нафтан примет футболисток из Витебска. Отмечу, что футболистки Днепра уже завершили этот сезон, и притом завершили могилевчанки очень хорошо. Собственно, этот сезон завоевав бронзовые награды. Уже вне зависимости, как там сыграет Витебск с Новополоцким Нафтаном, тем не менее, футболистки Днепра примерили уже бронзовые медали. Так что сезон, конечно, у львиц удался. Мяч вылетает за пределы боковой. Ну, сейчас из аута будут мяч вводить в игру футболистки Минска. Будет это делать Лада Пашковская. Заброс вперед по левому флангу. Даша Протасюк разворачивается, набирает скорость. Даша юркая футболистка. Не обладает она, ну, скажем так, высоким ростом, но, тем не менее, в скорости, в технике она часто превосходит своих соперниц. Мария Толстая ставит корпус и позволяет мячу покинуть пределы периметра футбольного поля. Ну, в принципе, наверное, по сценарию команда Андрея Пышника, как и предполагалось, складывается и проходит пока наш поединок. Друзья, напоминаю, что традиционно работает чат трансляции, поэтому тоже обязательно оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями, передавайте девчатам приветы, буду заглядывать в чат и, соответственно, буду ваши самые интересные сообщения озвучивать в эфире. Поэтому обязательно активничайте. Из аута выбрасывают футболистки команды ДЮСШ Полез ГО. Пытаются за мяч в конце концов зацепиться подопечным Сергея Чепкова, но, правда, недолго. Мяч находился в распоряжении команды гостей. Девчата очень так активно разминались в преддверии поединка, но, опять же, холодная погода, искусственное покрытие на стадионе футбольного клуба Минск, поэтому абсолютно верно, что вот так разогревали свои мышцы девчата. Тем более, опять же, вот в преддверии матча еще и снег к тому же пошел. Мария Куприянчик тянет мяч через центр. Развивается атака горожанок. Шемирах не видит пространства в центре и отдает передачу на Ляну Мирошниченко, которая сейчас находилась на левом атакующем полуфланге. Мяч остается у горожанок. Ну, полагаю, первая половина встречи, наверное, в большей мере будет проходить именно у левых ворот. От, соответственно, объектива камеры, неподалеку от владения Марии Толстой. Подача. Гости берут мяч. Передача на коротке. И просто вот на отбой, да, была попытка забросить футбольный снаряд вперед. Там Анастасия Гиевич дежурила неподалеку от центрального круга, но, как видим, этот пас не прошел. Но другой вопрос, что футболистка команды Полис ГУ остается пока мяч. Шемирах отыгрывается с партнершей. И сквозная передача в направлении Даши Протасюк. Даша в итоге обыгрывает соперницу. Передача и вот такой потенциально голевой момент возникает у ворот Марии Толстой. Да, прекрасная возможность для того, чтобы открыть счет. Вновь была у команды Андрея Пышника. Но пока точности и где-то, возможно, удачи не хватает футболисткам Минска, чтобы распечатать ворота Марии Толстой. Хотя уже несколько интересных таких ударов было по воротам голкипера команды ДЮСШ Полез ГУ. Ну и в целом подходы раз за разом тоже появляются. Притом и с разных флангов все следует. Ну и через центр, в принципе, тоже играют горожанки. Поэтому все, в принципе, в стиле команды Пышника проходит пока. Шилова. Неподалеку Екатерина Чалык. Ну и пинчанки пока забирают мяч. Но вот опять же обрезка. Обрезка происходит. Быстрая ответочка от Минска. Даша Протасюк уже переместилась в район 11-метровый. Удар по воротам. И вот сейф. Первый сейф от Маши Толстой. С вами видим красивый момент и очень хорошая работа от голкипера полесского коллектива. Ну вот, пожалуйста, видим в повторе, да, как здесь здорово на замахе Шемирах убрала защитницу с своего пути, пробила в левый от Марии Толстой угол, но Маша сыграла очень надежно, очень круто. Сейчас угловой будет у ворот гостевого коллектива. Подача левой ногой туда в глубину. Вратарской Мария Куприянчик пыталась тоже выпрыгнуть. Мяч остается у горожанок. Здесь уже Ляна Мирошниченко. И еще одна подача. Разводит руки в сторону Вика Валюк. Ну и показывает, что не пыталась она здесь нарушать правила против Маши Толстой. Да, горожанки пока очень так серьезно доминируют. И территориально игровое преимущество очевидно, что на стороне команды Андрея Пышника. Ну, опять же,
Ничего, что называется, нового. Все ожидаемо, учитывая, что горожанки сегодня являются очевидными фаворитками этой схватки. Ну и вот первый выход на чужую половину поля в исполнении команды Сергея Щепкова. Разряжает обстановку Маша Куприянчик, которая уже успела, как видим, переместиться к владению Марианы Брилевой. Футболистки из Пинска будут выбрасывать сейчас мяч из аута. Но, по крайней мере, вот видим, что пытаются огрызаться такие гости. Это тоже здорово. Вот первые активные действия от Брилевой. Мы тоже с вами наблюдаем. Друзья, совсем недавно появилась информация о играх, соответственно, нашей молодежной женской команды. И вот на стыке осени и зимы, соответственно, команда Сергея Русецкого сыграет в мини-турнире первого раунда чемпионата Европы 2025-26. Ну и стоит сказать, что наши девушки попали в достаточно сложную группу. 26 ноября, то бишь вот сегодня, друзья, у нас на календаре 20 ноября, уже 26 ноября, и там будет стартовый свисток в игре против сборной Швейцарии. Затем 29 ноября будет игра против итальянок, и 2 декабря будет игра против Ирландии. Вот такие вот у нас тоже ждут поединки. Ну и отмечу, что главный тренер сборной Беларуси в У-19 Сергей Русецкий вызвал 20 футболисток. Ну, соответственно, 3 футболистки отправятся в Италию из коллектива Андрея Пышника. Это защитница Мария Куприянчик, которая вот сегодня как раз-таки вышла в стартовом составе. Так, ну и у нас, собственно, первый гол случается в матче. Очень спокойно горожанки воспринимают свой успех вот как раз на 10-й минуте. У нас происходит это взятие ворот Маши Толстой. 1-0 становится на счет. Ну, сейчас дождемся повтора. Полюбуемся за этим классным ударом. Ну, опять же, Шемирах начинает свою атаку из глубины. Ну и такой вот классный выстрел в правый от Маши Толстой угол. 1-0 становится у нас счет. Ярослава Зубко отличилась в этой ситуации. Но опять же к этому все и шло. Конечно, это давление должно было, наверное, в конце концов конвертироваться в забитый мяч. Вот, пожалуйста, четкий, классный удар от Мирославы, и счет становится у нас 1-0. Ну и, друзья, заканчивая мысль насчет вот этого вот календаря, да, где будет выступать команда Сергея Русецкого. Я уже сказал о том, что Маша Куприянчик вызвана в ряды нашей молодежной женской команды. Ну и кроме того, также за коллектив Русецкого сыграет Диана Кацинель. Она сегодня у нас в запасе находится, поэтому тоже Диана вполне может появиться сегодня на футбольном поле. Ну и отмечу, что также заявлена нападающая Даша Протасюк. Так что вот все, в принципе, позиции, да, наверное, кроме вратарских позиций, здесь вот есть представительница женского футбольного клуба «Минск». Ну, понятно, что костяк тоже коллектива Русецкого составляет команда АБФФ в У-19. Ну и есть девушки из «Динамо Бгувк». Передача следует в центр. Мяч хватает Ксения Кубичная. Так что для вот этих мною вышеперечисленных девчат тоже эта игра, ну, скажем так, такая тренировка, да, в преддверии вот этой вот самой европейской квалификации. Заброс вперед, туда к сегменту центрального круга падает мяч. Пыталась Даша Илькевич как-то за этот самый мяч зацепиться. Но горожанки очень активно работают буквально на всех фронтах. Все позиции перекрываются. И команда Андрея Пышника играет обычно так в высоком прессинге. В высоком блоке находятся горожанки, поэтому команде из Пинска очень и очень пока тяжело действовать против своих оппоненток. Ну, правда, один такой все-таки полумомент, что ли, у ворот Марианы Брилевой мы с вами увидели по ходу этого первого тайма. Так, друзья, ну и, кстати, да, состав вот я представил. Кстати, совсем забыл
озвучить судейскую бригаду. Вот сейчас слышим свисток Дмитрия Коржика. Он из Минска. Его помощники на бровках — это Алексей Рудович из столицы, также из Минска, Маргарита Мируца из Витебска, четвертый судья Даниил Дудаль из Бобруйска, инспектор поединка Александр Олейников из Минска. Ну, вот также и официальных лиц представляю. Передача в центр. Шинкарок. Надя попыталась развернуться, но, правда, развернуться-то получилось. Но вот непосредственно пробить с поворота Марианы Брилевой не вышло. Защитницы Минска очень своевременно там все закрыли. Разрезающая передача, хороший выход. Ну и опять же многоходовка в исполнении команды Андрея Пышника. Все как по накатанной. Ну, девушки, конечно, понимают с полуслова друг друга. Все-таки уровень немножко разный. При всем уважении к команде ДЮСШ Полесс ГУ, конечно, горожанки все-таки являются флагманами нашего белорусского женского футбола наряду с коллективом Юрия Малеева «Динамо Бгувк». Поэтому другим соперницам, конечно, очень сложно в играх против столичных команд. Пас назад. Шамирах. Есть прострел и вынос из штрафной площади происходит. Но горожанки продолжают давить. Шамирах. Баллистка из Уганды. Еще до подачи. И какая красота. 2-0 на 15-й минуте становится. Прекрасная передача от легионерки команды Минск. И, если не ошибаюсь, Мария Куприянчик, кстати, баллистка под 11 номером, замкнула эту передачу. Шамирах, ну вот сейчас давайте вновь посмотрим в повторе. Очень классная подача левой ножкой. Ну и удар в касание. Да нет же. Все же пробивала Виктория Валюк, конечно, поворотом. Виктория Валюк на 15-й минуте делает цифры 2-0 в пользу своего коллектива. Ну, кстати говоря, друзья, у нас сегодня тоже такая вот интересная дуэль между футболистками Минска. Дело в том, что лучшими голеадоршами нынешнего чемпионата как раз-таки являются Виктория Валюк, на ее счету 33 гола, и Даша Протасюк. Она забила 28 голов в чемпионате, поэтому есть, в принципе, еще шанс у Даши, ну, учитывая вот так вот, 3-0. Сколько там, не знаю, наверное, полминуты у нас прошло, и, пожалуйста, кстати, Даша Протасюк. Сейчас и отличается. Ну вот, только я про эту дуэль, в принципе, рассказывал. У Вики Валюк в преддверии этого поединка было 33 забитых мяча, у Даши Протасюк 28 голов. Поэтому у нас такой вот тоже заочный спор, скажем так, за звание лучшего голеадорши. А нет, вот тоже здесь я не уследил. Не Даша Протасюк, конечно, Яна Хотырева. Сейчас мы все видим. 3-0. Да, очень быстро вот эти вот 3 мяча организовала команда Андрея Пышника. Ворот соперниц. Буквально за 6 минут. Первый гол, я напомню, Мирослава Зубко забила на 10-й минуте. 15-я минута Виктория Валюк 2-0. Ну и, пожалуйста, Яна Хотырева на 16-й минуте сделала уже счет 3-0 в пользу своего коллектива. Шамирах разворачивается, дает передачу на Машку Приянчик. Та тянет мяч. Играет через как раз-таки Дашу Протасюк. Чухольская. Мяч взметнулся в воздух, но в игре все-таки он остался. Шинкарок. Шамирах. Протасюк. Да, Виктория Валюк сегодня может стать лучшей бомбардиршей чемпионата сезона 2025. Вот. 34-й мяч она уже оформила. Ну, потому что кроме Даши Протасюк вряд ли кто сможет ее догнать. На третьем месте в списке бомбардиров Татьяна Шерешовец. Но у Тани 20 голов. Тоже представьте, да, сколько ей придется забить команде АБФФ в У-19, чтобы занять это первое место. Но это просто нереально. Поэтому Виктория Валюк приблизилась, опять же, к этому вот званию лучшей голеадорши чемпионата Макс Лайн женской лиги сезона 2025. Ну, так вот быстро горожанки довели дело до крупного результата. Сейчас, опять же, можно так спокойно где-то действовать. Все, в принципе, вполне ожидаемо. Пас налево. Мария Куприянчик. Дальше тянет мяч.
находит на левом фланге Ладу Пашковскую, ну и та в касание забрасывает уже на Лиану Мирошниченко. Ну, кстати, очень такой боевитый состав. Хотел бы тоже отметить, Андрей Пышник выставил сегодня на поединок против ДЮСШ ПолесГУ. В запасе тоже много футболистов, которые могут и усилить сегодня игру команды. Та же Настя Шупо, да, собственно, и другие девушки. Виктория Казакевич, Кристина Киянка, Ангелина Герос. Ну, тоже обо всем по порядку. Конечно, про запасных поговорим чуть-чуть попозже. Ну а скамейка команды ДЮСШ ПолесГУ не такая обширная, не такая длинная. Лишь 6 футболисток в заявке у коллектива Сергея Щепкова и Николая Коляды. Шамирах. Заброс на правый фланг, где уже баражировала там Мирослава Зубко, дежурила, контролировала эту ситуацию. Но футболистки ДЮСШ ПолесГУ пытаются все-таки как-то обезоружить своих соперниц, пытаются этот мяч выцарапать. Ну, в некоторых ситуациях это получается сделать. Другой вопрос, что продолжение не получают вот эти вот перехваты. Опять же, быстрые контратаки не проходят. Ну, а здесь очередная попытка забить гол от футболисток Минска. Тоже очень красивый эпизод. Удалось развернуться. Даша Протасюк правой ножкой она так выцеливала левую девятку ворот Маши Толстой, но в створ мяч не пошел. Хотя, опять же, сыграно было очень здорово. Здесь Дашей развернулась, и мяч так обработала, приняла. Ну, в общем, красота. Пас-центр. Было определенное недопонимание, и Яна Хотарева пыталась тоже так в касание отдать мяч на партнершу, полагая, что там будет находиться, ну, вполне возможно, Ярослава Зубко, которая работает на правом фланге, но передача была, как видим, в свободную зону. В итоге никто из партнерш с мячом не встретился. 20 минут. Поединка уже позади. Счет по-прежнему 3-0. Минск ведет матч против ДЮСШ ПолесГУ. Еще раз, друзья, напоминаю, это 33-й тур Макслайн женской лиги, заключительный тур. Но, правда, все у нас уже предельно понятно. Шамирах, удар по воротам. И это, кстати, сейф от Лизы Чухольской. Великолепная работа от защитницы команды ДЮСШ ПолесГУ. Ну и сразу там обнимашки такие у нас происходят, да, во вратарской. Вы посмотрите, Шамирах уже все сделал для того, чтобы забить этот гол. В отыгранном положении оказалась Маша Толстая, и тем не менее африканка мяч в ворота отправить не смогла. Но опять же, благодаря классным действиям Елизаветы Чухольской, которая закрыла вот это вот пространство, подставила ножку и в итоге не позволила мячу проникнуть в ворота. Еще один классный момент. Мяч улетает за пределы периметра футбольного поля. Ну, полагаю, что Дмитрий Коржик, да, показывает, будет еще один угловой у ворот Маши Толстой. Ну, друзья, вы сами видите, да, снежок пошел вновь над стадионом футбольного клуба «Минск». Казалось бы, он немножко прекратился. Шамирах! Какой вновь классный момент. Да, горожанки, конечно, продолжают давить на ворота Маши Толстой. Моментов очень много. Очень много классных розыгрышей. Пашковская. Мирошниченко. Вновь Мирошниченко с мячом. Ну и контратака уже может получиться у команды ДЮСШ ПолесГУ. Может, но не получается. Вот здесь Шамирах. Много сегодня, конечно, полезных активных действий. Показывает эта африканка. Ну, в принципе, как обычно. Заряд энергии, в принципе, у нее всегда на самом высоком уровне. Здорово. Пашковская идет в обыгрыш. Шамирах уже так сваливается, я бы сказал, даже в опорную зону. Заброс на правый фланг. Какая классная многоходовка. Вот так просто по нотам раскладывают свою атаку подопечные Пышника с выходом Валерии Белой на ударную позицию. И Белая, в принципе, уже заряжала свою правую ножку для того, чтобы пробить поворотом. Но, опять же, в самый последний момент не удалось этого сделать.
Ну, сейчас Мария Толстая будет мяч вводить в игру от своих ворот. Дальний заброс. Шамирах. Разворачивается Пинчанки. Ну что, вот сейчас, кстати, может получиться хорошая контратака. И передача последовала в направлении Екатерины Шиловой. Здесь очень хорошо Лера Белая работает. Хотя похвалил я Валерию, правда, потом случилась потеря. И, как видим, Катя Шилова здесь тоже до конца отработала, завоевала даже право на угловой. Сейчас будет корнер у ворот Марианы Брилевой. 24-я минута поединка подходит у нас к своему финишу. Счет 3-0. Матче между Минском и ДЮСШ-ПЛСГО. Елизавета Чухольская. Ну, та девушка, которая героически сегодня спасла своего голкипера, да, Машу Толстую, когда мяч, казалось бы, уже должен был попадать в ворот, тем не менее заблокировала. Напомню, Елизавета Чухольская, удар африканки Шамирах на Лугия, и в итоге счет остался у нас 3-0. Хотя там, конечно, ну просто фантастический момент имела футболистка Минска для того, чтобы уже сделать результат 4-0. Яна Голик. Пас налево. Лера Белая пытается тоже закрывать пространство. Ну, Яна Голик. Яна Голик очень хорошо работает. Чухольская. Горожанки своевременно тоже забирают мяч. Можно попытаться организовать быструю контратаку. Заброс к центральному кругу. Это Даша Протасюк. Та разворачивается. Делает пас на левый атакующий фланг. И Лада Пашковская. Так, на скорости здорово. Вновь тоже показывает Лада дриблинг свой. Удар по воротам следует. Ну, малость не хватает точности. Хотя Маша Толстая уже просто-напросто провожала полет мяча взглядом своим. Уж не знаю, если бы мяч полетел непосредственно в девяточку, возможно, счет бы стал 4-0. Но, по крайней мере, вот, друзья, радует то, что футболистки из Пинска в любом случае тоже не отсиживаются в обороне, пытаются как-то атаковать, пытаются как-то прессинговать. Это, конечно, очень круто. Ну, кстати, предыдущий матч пинчанки проводили против команды Белшина. Эта игра прошла у нас 15 ноября. Отмечу, что бобручанки одолели соперниц со счетом 4-0. Уже после первого тайма, в принципе, результат был достаточно крупным 3-0. Но, тем не менее, после игры тренер команды ДЮСШ-ПЛСГУ Николай Коляда отметил, что команда очень хорошо смотрелась, билась. И, в принципе, я с этим полностью согласен. Были моменты, девчата очень так активно пытались навязать борьбу со своим соперницам. Была самоотдача. Но и опять же, отметил Николай Коляда, что и в обыгрыше шли девчата 1 в 1, неплохо работали. Даша Протасюка, здесь Маша Толстая успевает выйти и выбить мяч туда к центру футбольного поля. Но вот все-таки пока, возможно, где-то каких-то наработочек, ну и, возможно, мастерства пока не хватает. Все-таки навязывать борьбу более, что ли, сильным командам коллективу ДЮСШ-ПЛСГУ. Ну, посмотрим, что будет в сезоне 2026. Хотя, опять же, определенные разговоры ходили вообще насчет того, что будет ли эта команда вообще выступать в следующем сезоне. Ну, как говорится, поживем, увидим. Загадывать не будем, но, конечно, хотелось бы, чтобы этот коллектив далее существовал, чтобы девчата играли в футбол, ну и, соответственно, чтобы в целом, наоборот, развивался футбол на Полесье. Ну что ж, давайте смотреть за этим угловым. Футболистки Минска будут исполнять очередной свой угловой. Подача по хорошей, классной дуге. Полетел мяч как раз аккурат туда, в район, по-моему, 11-метровой отметки, плюс-минус. Мы слышим свисток Дмитрия Коржика, который сейчас этот матч у нас останавливает. Не торопится Маша Толстая вводить мяч в игру. В спокойном таком ритме действует команда Андрея Пышника. В принципе, результат уже достаточно хороший. Опять же, что-то сделать с Печенком будет крайне сложно для того, чтобы сегодня взять уже какие-то баллы. В основном в играх против Минска, либо команды Динамо Буговк, ну, более сильные
вернее, более, наоборот, слабые соперницы, да, которые находятся там во второй части турнирной таблицы, ну, могут, наверное, уповать лишь на какой-то такой ничейный результат, особенно если в первом тайме там удалось продержаться, но вот во втором тайме можно еще рассчитывать на какой-то более-менее такой положительный счет, но учитывая, что у нас уже к 16-й минуте матча был счет 3-0, тут, конечно, очень тяжело будет коллективу Сергея Чепкова. С другой стороны, все-таки по мне, пинчанки смотрятся очень неплохо. Опять же, есть какие-то вылазки, есть какие-то попытки провести контратаку на ворота Марианы Брилевой. А это действительно здорово. Разворачивается я на ход Рева. Хорошая подача. Тут Лера Белая. Немножко так подпрыгнула Валерия. Но мяч тоже подскочил как раз-таки от искусственного газона стадиона футбольного клуба Минск перед Лерой. И там не обработать даже мяч не получилось, не, собственно, пробить в касание. В итоге просто случился такой рикошетик и потеря. И вновь горожанки сейчас будут мяч выбрасывать из-за боковой. Ух, как здорово. Какой классный дриблинг. И технику показывает футболистка Минска Шамирах. Пашковская. Лада на коротке. Отыгрывается с футболисткой из Уганды. Хороший может получиться выход, но не получается. Здесь великолепно прочитала игру соперниц Мария Толстая. В свое время тоже покинула свою вратарскую. Ну и да, уже ближе к вот этой вот линии штрафной площади подошла и забрала мяч в свои перчатки. Вновь перехват от Дюсуша по ЛСГО. Хотарева. Ну и вновь пинчанки. Смотрите, как прытко работают. Екатерина Чалык. Да, разочарованию нет предела. Смотрит куда-то в небо футболистка под вторым номером ДЮСШ по ЛСГУ. Но опять же была, да, возможность, в принципе, интересную атаку создать у ворот Брилевой. Команда Сергея Щепкова, но не получилось. Ну и, к слову, друзья, да, говорил я про ближайшие поединки нашей молодежной команды под руководством Сергея Русецкого. Но стоит сказать, что также недавно стал известен календарь выступления нашей национальной женской сборной в европейской квалификации женского чемпионата мира 2027. Ну и там белорусские сразятся в группе С6 вместе со сборными Казахстана и Армении. Но эти матчи у нас уже пройдут весной 2026 года. Соответственно, 7 марта будет игра против Казахстана на выезде, затем 14 апреля игра против Армении выездная, но затем игра против Казахстана уже домашняя и, соответственно, 9 июня домашняя игра против сборной Армении. Штрафной удар назначает Дмитрий Коржик. Очень хорошая точка для того, чтобы забить. Сейчас 4-й мяч. У мяча Валерия Белая и также вижу Лиану Мирошниченко. Ну, хотя тут 3 футболистки находятся вот в этой точке. В принципе, здесь еще и Ксения Кубичная может исполнить этот штрафной. Ждем свистка главного судьи. Ну, а затем будем смотреть за этим штрафным. Ну, Валерия Белая все-таки, полагаю, будет пробивать. Да, посмотрим. Ну и стенка из 5 футболисток ДЮСШ по ЛСГО. Разбег, удар с подкруткой. Ну, в принципе, по позиции Маши Толстой летел мяч. Тем не менее, опять же, отметим голкипера команды гостей. На самом деле, Маша большая молодец. В этом первом тайме, мне кажется, тоже она является такой хорошей, главной, наверное, фигурой, да, в составе команды Сергея Щепкова. Во многих ситуациях Маша выручила свою команду. Белая. Лера оказывается на газоне. Можно играть. Здесь Дмитрий Коржик свисток не дает. Заброс вперед от Надежды Шинкарук. Пашковская. Действует через свою защитницу Ксению Кубичную. Ну да, Ксюша вот тоже, видим, да, так низко сейчас пускается туда, к воротам Марианы Брилевой. Пас налево. И хорошая атака. Вы посмотрите, Даша Илькевич. Илькевич уже в штрафной площади
команды Минск. Яна Голик протягивает мяч вперед по левому флангу. Но опять же, вот какой финиш, да, какой итог вот этой атаки. Очень много вроде бы как и создают, да, подопечные Сергея Щепкова, но без ударов. Все без ударов. Нету завершения. Ну, горожанки сейчас будут строить свою позиционную атаку. Валерия Белая. Куприянчик. Забрал с левой ноги. Хорошая передача. Даш Протасюк работает против Лизы Чухольской и завоевывает право на угловой. Угловой будет Лиана Мирошниченко. Сейчас исполняется. Да, такой вот затишье сейчас у нас голевое, хотя был отрезок в течение 6 минут буквально горожанки 3 мяча отправили в ворота Маша Толстой. Но вот сейчас получиться уже не получается. Отличиться не удается команде Андрея Пышника. Хотя, с другой стороны, опять же, счет уже очень и очень комфортный для горожанок. Так, друзья, заглядываю в чат. Ну вот, Владимир, вижу ваше мнение. Ну, в любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы больше, скажем так, девчат в целом были задействованы в нашем футболе, потому что на самом деле тоже не все так просто. И вот, насколько я помню, даже несколько сезонов тому назад не всегда удавалось набрать состав. Вот, даже когда существовала команда «Бобруйчанка», самая титулованная, к слову, команда белорусская, помнится мне, Николай Касаткин даже не всегда мог собрать 11 футболисток, чтобы эти приехали на выезд, поэтому разное, конечно, происходит в нашем женском футболе. Удар поворотом, но в створ мяч не идет. Поэтому тренировочный процесс, вот как вы пишете, ну, это все само собой. Но, конечно, хотелось бы, да, чтобы и девчата все-таки могли повышать свое мастерство. Вот, опять же, наверное, за исключением Минского «Динамо» и футбольного клуба «Минск». Ну, здесь большая, скажем так, пропасть наблюдается. Ну, хотя вот в этом сезоне, опять же, могилевские львицы выстрелили, показав яркий футбол. Правда, с другой стороны, немножко сдулась зорка БДУ, которая в последние годы тоже показывала хорошие результаты. Билась за бронзовые награды, но вот в этом сезоне не получилось. Поэтому тут такая серьезная, знаете, разбежка бывает. И, наверное, не только это касается тренировочного процесса, как вот пишете. Но в любом случае, спасибо за мнение. Шамирах разворачивается. Передача на коротке на Марию Куприянчик. Да, дальше по левому флангу и дальний удар. Но здесь блок он приходится. Еще один пас. Передача. Ну и в пустые ворота Шамирах на лыге отправляет 4-й мяч в ворота. Ну, ворота-то пустые, да, но по факту ворота Марии Толстой. Здесь просто Маша оказалась, опять же, в отыгранном положении. Очень хорошая, интересная комбинация. С правого фланга она начиналась. Затем такая прострельная передача в глубину штрафной площади соперницы. Команды соперницы. Ну и пожалуйста. Шамирах делает счет 4-0. Ну, в конце-то концов, удалось забить. И этой африканке. Уж очень она старалась, очень много работала по ходу этого первого тайма. Выступала в роли диспетчера. А так 4-0. Еще одна следует передача. Ну, попытка у команды ДЮСШ ПолесГУ интересную контратаку провести. Лада Пашковская вновь хорошо здесь работает. Футболистки из Пинска пытаются подавливать, кстати, уже через правый фланг. Работает команда Щепкова, что тоже интересно. В основном через левый атакующий сектор пинчанки выходили в свои наступательные действия. Но вот сейчас Надя Шинкарук оказалась именно на правом фланге атакующем. Но, повторюсь, команда ДЮСШ ПолесГУ в целом
Ну так-то и плохо смотрится. Отрадно то, что команда все равно пытается навязать, ну, хоть какую-то борьбу, а это очень здорово. Это очень круто. Минск идет в атаку. Шамирах отдает передачу налево. Перехват от Пинска. В силовой манере сейчас действуют горожанки. И, кстати говоря, Дмитрий Коржик показывает, что можно, в принципе, играть. Все было в пределах правил. Мирошниченко, подача. До удара дело не доходит. Хотя Яна Хуторева, мне кажется, уже пыталась все-таки в касании тоже исполнить этот выстрел. Поворотом аж Толстой. Ну, сейчас в целом, наверное, горожанки могут тоже интересные какие-то такие комбинации наигрывать. Хотя, опять же, не забываем о том, что у нас все-таки спор за звание лучшего бомбардира. Также идет между Викторией Валюк, которая сегодня отличилась на 15-й минуте, правив второй мяч в ворота голкипера команды Шиполис ГУ, и, соответственно, Дашей Протасюк. Ну, Даша сегодня, получается, у нас не отличалась пока. Ну и уже отрыв достаточно существен. Опять же, в преддверии этого матча у Валюк было 33 мяча, у Протасюк 28 голов. Соответственно, уже на 6 мячей. Такая вот разбежка у нас. Поэтому все, конечно, может случиться. Может быть, Даша разбивается в тайме номер 2 и, соответственно, догонит свою партнершу по линии атаки. Но посмотрим. Хотя, если, наверное, исходить из того, как пока складывается этот поединок, ну, честно говоря, с трудом все равно в это верится. Ну и, в принципе, я уже тоже упоминал о том, что в первых кругах, в первом и втором кругах, соответственно, по 10-0 горожанки победили. У команды ДЮСШ ПолисГУ 8 мая также здесь, на стадионе футбольного клуба «Минск», был добыт такой вот результат. Кстати, Виктория Валюк оформила в той игре хит-трик. Также хит-триком отметилась Мирослава Зубко. Сбивали там и Асаула, Мирошниченко, Куприянчик и Есман. Вот такие вот девушки отличились в рамках 9-го тура. Ну а что касается второго круга, то эта встреча проходила в рамках 20-го тура. Ну и там уже в Пинске был добыт результат тоже 10-0, 30 июля. Забивали Мирошниченко. Мирошниченко оформила дубль. Также даже хитрик, да, был у Лианы. Сбивал и Куприянчик, Протасюк, как раз таки Валюк. Ну, в общем, все те же действующие лица, да. Но сегодня пока результат более скромный. Протасюк. Даш смещается в штрафную площадь. И какой красивый обводящий удар. Ну, полагаю, что мяч там зацепил, по-моему, левую стойку ворот Марии Толстой. Но все-таки улетел за пределы поля. Вновь хороший, классный такой вот был момент. 42-я минута встречи. 4-0. Минск ведет матч против ДЮСШ Полес ГО. На 10-й минуте Мирослава Зуко 1-0. 15-й минуте Виктория Валюк 2-0. На 16-й минуте Яна Хотрева сделал счет уже крупным 3-0. Ну и на 37-й минуте пока был забит последний мяч. Ну, по крайней мере, пока. Хотя, конечно, еще, полагаю, голы у нас случатся. Ну, я, в принципе, уже говорил о том, что команда ДЮСШ Полес ГУ действительно значительно прибавила по ходу даже вот нынешнего сезона. Команда очень добавила. Ну, собственно, вот эти вот тоже детали и Николай Коляда после игры с Белшиной тоже отмечал. Передача на коротке. Пашковская. Неточный пас и перехват уже от Пинчанок. Протасек. Мирошниченко. Что-то подача. Сгруппировалась, может, Толстая. Ну, углового никакого не будет. Будет просто удар от ворот. Но исполнять удар будет по-прежнему голкипер команды ДЮСШ Полис ГУ. Да, конечно, работы у Толстой предостаточно по ходу этого первого тайма. Но, как мне кажется, претензий особо к ней быть не может.
Работает она очень хорошо. Лада Пашковская. На данный момент команда ДЮСШ по ЛСГУ занимает 10-ю строчку. Ну, в принципе, это уже строчка непоколебима. Выше Белшины коллектив Чепкова не шагнет, но в то же время команда Гомель, которая сейчас сражается против коллектива Динамо Бугувк, тоже не сможет настичь пинчанок. 29 матчей, 3 победы, 2 ничейных результата, 24 поражения, 14 мячей забито. Ну и до этого тура было 134 мяча пропущено. Ну вот, соответственно, еще 4 мяча приплюсуем, 138 пробоин было у пинской команды. Ну, про результаты уже, друзья, наверное, поговорим по ходу второго тайма. Футболистки Минска на второй строчке, ну, собственно, тоже уже, даже не пока, а в принципе, они застолбили за собой серебро. 29 матчей, 22 победы, 3 ничейных результата, 4 поражения, 158 на данный момент мячей забито, 23 пропущено. Ну, кстати, значительно больше, даже чем у команды «Динамо Обгувк». Вот до этого тура 154 мяча было забито у команды Андрея Пышника, и 126 мячей забил коллектив «Динамо Обгувк». То есть чувствуется разница, да, потому и лучшими голеадоршами являются именно футболистки с команды Минск. Ну что ж, последняя минута первого тайма, друзья. Минск по ЛСГУ 4-0. Ну, так очень спокойно, в принципе, идет ход этого поединка. Были попытки от пинчанок что-то интересно создать у ворот Брилевой. Были неплохие в целом подходы, но вот, опять же, до завершения дело не доходило. Ударов мы с вами, ну, по факту, по воротам Брилевой-то и не увидели. Шамирах отдает передачу налево. Здесь Маша Куприянчик. И все. По-моему, Дмитрий Коржик особо-то ничего тут и не добавлял. Итак, все, друзья. Звучит свисток на перерыв. Женский футбольный клуб Пинск, женский футбольный клуб ДЮСШ по ЛСГУ. Счет 4-0. Через 15 минут вернемся в столицу и будем смотреть второй тайм поединка 33-го тура Макслайн женской футбольной лиги.
Друзья, ну что ж, возвращаемся в столицу нашей страны, в город-герой Минск, под своды стадиона футбольного клуба Минск. И у нас вот только что стартовал второй тайм поединка заключительного 33-го тура Макслайн женской футбольной лиги сезона 2025 между футболистками Минска, которые играют в сине-оранжевой форме. И, соответственно, у них сегодня в соперницах девушки из ДЮСШ Полес ГУ. Счет после первого тайма у нас 4-0 в пользу хозяек этого противостояния, в пользу подопечных Андрея Пышника. Ну, в целом все по делу, все, в принципе, ожидаемо. Дублем отметилась Виктория Валюк. Она забивала на 15-й и на 37-й минутах. Ну и также по одному мячу в ворота Маши Толстой забили Яна Хотырева и Мирослава Зубко. Ну, кстати, Мирослава счет у нас, собственно, и открыла на 10-й минуте поединка. Ну что ж, по традиции пожелаем девушкам удачи во втором тайме, ну и, соответственно, в заключительном тайме этого чемпионата. Итак, давайте пробежимся, друзья, по составам наших сегодняшних соперниц. К слову, аж такая четверная замена случилась в составе команды Андрея Пышника. Но, опять же, обо всем по порядку. Начнем с состава команды ДЮСШ Полес ГУ, город Пинск. Итак, в воротах номер 1 Мария Толстая, полевые футболистки, номер 2 Екатерина Чалык, номер 4 Елизавета Чухольская, номер 5 Диана Романюк, номер 6 Екатерина Луцкевич, номер 7 Яна Голик, она же капитан команды. Номер 10 Анастасия Гиевич, 11 Надежда Шинкарук, номер 14 Дарья Илькевич, номер 17 Милен Чадович и номер 18 Екатерина Шилова. Такой состав у команды Сергея Щепкова и Николая Коляды, которые руководят, соответственно, коллективом ДЮСШ Полес ГУ. Ростер команды Минск. В воротах номер 21 Марьяна Брилева, номер 6 Лиана Мирошниченко, капитан команды, 7 Яна Хотырева, 9 Даша Протасюк, 10 Шамирах Налугия, номер 44 Лада Пашковская, номер 88 Мирослава Зубко, номер 3 Ангелина Гирос, номер 5 Кристина Киянка, номер 16 Виктория Натиткова и номер 23 Полина Острейка, главный тренер команды Андрей Пышник. Ну, соответственно, я озвучил состав горожанок уже с учетом вот этой вот самой четверной замены. Соответственно, Ксюша Кубичная, Мария Куприянчик, Валерия Белая и Виктория Валюк этот матч завершили. Ну и вместо них вышли Ангелина Гирос, футболистка под 3 номером, также Кристина Киянка номер 5, 16 Виктория Наситкова и 23 номер Полина Острейка. Ну и судейский корпус сегодня работает в следующем составе. Главный арбитр поединка Дмитрий Коржик из Минска, его помощники на бровках Алексей Рудович из столицы и Маргарита Мируца из Витебска, четвертый судья Данил Дудаль из Бобруйска, инспектор матча Александр Олейников из Минска. Ну что ж, друзья, давайте наблюдать за ходом второго тайма. Практически 3 минуты команды уже отыграли, счет по-прежнему у нас 4-0. Ну, кстати, параллельным курсом проходит еще одна игра в столице на стадионе «Динамо Юния». Чемпионки, подопечные Юрия Малеева, встречаются с командой Гомель. Там счет был после первого тайма 3-0. Так что, в принципе, такими похожими курсами идут сегодня победители чемпионата и серебряные медалистки. С мячом Екатерина Луцкевич. Ну, вновь так вот такой снегопад мы можем наблюдать с вами, друзья, над стадионом футбольного клуба Минск. Да, сегодня значительно похолодало в столице. Уж не знаю, как в других городах, но очень и очень холодно сегодня. Поэтому, опять же, девчатам нужно очень аккуратно работать. Ну, к слову, коль уж у нас случились первые вот эти вот маркировки, притом такие сразу массовые, озвучу запасных команд ДЮСШ Полес ГУ. В запасе у команд Сергея Щепкова и Николая Коляды 6 футболисток. Я по ходу первого тайма об этом говорил. Это Эрика Нагорная, Ольга Сергеюк, Марьяна Силич, Валерия Серкевич, Ульяна Разжаловец и Ксения Переходько. Вот такие вот девчата могут появиться в составе пинской команды. Но в запасе у горожанок остаются следующие девушки. Это Диана Кацинель, Мария Демидова, Анастасия Шупо, Екатерина Миклашевич и Виктория Казакевич. Ну, ростер у команды Андрея Пышника значительно шире сегодня, как видим. В запасе девушек значительно больше. Передача. И можно решать. Ух ты, вот это сейф от Маши Толстой. Потрясающая работа сегодня от голкипера. Ну, вот кого-кого, но Марию Толстую хочется вновь вот так отдельно выделить. По ходу первого тайма сколько она классных сейвов совершила. Ну вот, пожалуйста, с такой убойнейшей позиции пробивала футболистка Минска. И тем не менее, Маша Толстая не позволила отличиться сопернице. Еще одна следует подача.
Футболисты пинской команды берут мяч под контроль. Пас на коротке. Передача неточная. Но уже перехват следует от горожанок. Передача Зубко. Прострел. И вынос от Елизаветы Чухольской. Но, кстати, тоже не забываем, что Лиза Чухольская по ходу первого тайма также спасла свою команду. Там просто невероятный был тоже момент у горожанок. Мяч по факту уже летел в пустые ворота. Пробивала тогда Шамирах. Но, тем не менее, Елизавета выручила Марию Толстую. Ну и, собственно, свой коллектив выбила мяч в сторону. Ну что ж, счет, друзья, остается у нас 4-0. Счетная подача. Есть скидочка. Подбор остается за Шинкарук. Надя через центр вводила мяч. Пас вперед, ну и в пустые ворота. Спокойно мяч заводит Кристина Киянг. 5-0. Да, все просто, все спокойно. Ну, единственный вопрос, не было ли там положения вне игры. Ну, опять же, возможно, в повторе. Чуть-чуть сможем разобрать этот эпизод. Ну и видим радости девушек из столичного коллектива Минск. Хорошая подача от Лианы Мирошниченко. И скидочка, и такой вот гол. 51-я минута. 5-0. Футболистки пинской команды берут мяч под контроль. Да, кстати, по-моему, Ксюша Переходько, кстати, уже появилась на поле. Вот если я тут правильно все вижу. Там вроде футболистка. Нет, или же это Екатерина Шилова. Но сейчас, друзья, тоже буду разбираться. Были ли какие-то замены в составе команды ЗУС ГУ. Да нет, все-таки да, это Катя Шилова. Но Кристина Киянко, вот под стать своего номера на футболочке, сделала такие же цифры на табло. Напомню, что Кристина вышла под 5-м номером, ну и, пожалуйста, сделала счет на 5-0 на 51-й минуте. Марьяна Брилевая. Отыгрывается на коротке. Шамирах. Отличная диагональ на левый фланг. Вы посмотрите, как здорово. Ну, на метров так 40 бросила футболистка из Африки этот мяч. И, как видим, без потери. Все здесь обошлось. Даша Протасюк разворачивается. Передача в 14-ю зону. Ну, здесь Екатерина Чалык, конечно, должна разбираться. Шамирах на подборе. Пробить не удается. Ну и вновь горожанки. Сейчас цепляются за мяч. Это Полина Острейка. Вот повторюсь, в плане, например, бойцовских качеств, конечно, пинчанки значительно по ходу этого сезона добавили. Потому что даже если вспоминать о сезоне 2024, ну там, конечно, матчах против Минска, либо Динамо Бугувк было все куда печальнее. Там даже за свою половину поля-то редко выходили пинчанки. Но в этом сезоне, как видим, получается куда больше. Но другой вопрос, что в матчах против горожанок пока забить не получается команды Чепкова. Но это капитан Яна Голик. Смотрите, хороший дриблинг, сквозная передача. Последовало в направлении Настя Агиевич. Ну, здесь очень спокойно работает Марьяна Брилева. Зубко немножко поторопилась, на мой взгляд, Мирослава. Было тоже пространство, можно было немножко по правому атакующему флангу продвинуть мяч, ну, либо отыграться через партнершу по команде. В частности, впереди находилась Яна Хотрева. Чуть поодаль была Полина Острейка, но Мирослава приняла такое вот решение. Из аута будет выбрасывать Яна Голик. Яна вытирает мяч, чтобы тот не был таким скользким. Ну, опять же, снежок припорошил немножко искусственное покрытие стадиона футбольного клуба Минск. Понятное дело, мяч стал мокрым. Как, собственно, и сама вот эта вот искусственная трава. Поэтому в некоторых эпизодах, да, мяч скользит. Шамира играет через свою партнершу по линии обороны. Кристина Киянко. Пас делает на коротке. У Кристины Киянки, кстати, вот что интересно, заглядываю
статистику, это первый гол в сезоне. Тоже вот отмечаем сей момент. «55 минут. Матч позади. По ходу второго тайма пока 1-0 такой результат. Ну и отмечу, друзья, что Виктория Валюк, главный голеадор Минска, ну и, соответственно, всего чемпионата, матч завершила. Ну и получается у Вики за этот сезон 35 забитых мячей. Потрясающий результат. Опять же, есть еще шанс, в принципе, даже Протасюк ее догнать. Ну вот еще один гол. Отличается у нас Ляна Мирошниченко, капитан команды. 56-я минута, и счет уже становится у нас, соответственно, 6-0. Да, все очень спокойно, все очень просто. Давайте посмотрим в повторе. Но по правому флангу, кстати, проходят вот эти вот комбинации у горожанок. Яна Хотарева тут спокойно так мяч тут протянула, сделала передачу, не пожадничала. И Ляна Мирошниченко забивает. Ну что ж, 6-0. Такой уже у нас результат. Человек. Шамирах. Я уже говорил о том, что эта девушка из Уганды является таким двигателем Минска. Она очень много работает, с такой самоотдачей. И, в принципе, может и в опорной зоне отработать. И в атаку через центр вывести этот мяч. Ну, в общем, многофункциональная очень футболистка в составе команды Андрея Пышника. Несмотря на то, что я все-таки полагал по ходу первого тайма, что Шамирах отличилась. Нет, она сегодня не забивала, но, опять же, полезной работы выполнила она очень и очень много. Уже вот на данный момент, на данную минуту. Да, 6-0, но, опять же, в плане победителя, в принципе, тут уже все предельно у нас понятно. Хотя я полагаю, что понятно было уже после первого тайма, когда счет стал 4-0 у нас. Шамирах. Читается передача направо. Ну вот решила. Ух ты! Ну, конечно, без ошибки Маш Толстой здесь не обошлось все-таки. Не таким уж сильным был удар от Шамирах. Но мне кажется, эта африканка просто услышала меня. Вот я только сказал, что она сегодня не забивала. А я ей уже лавры вот эти вот записал, да, и в Голеадоры тоже записал Шамирах. Ну вот, решила она, собственно, на деле все это оправдать. Давайте посмотрим. Правой ножкой Шамирах с отскоком от газона. Ну, кстати, вот этот вот отскок, наверное, и помешал Маше Толстой как следует здесь сыграть в этой ситуации, в этом эпизоде. Да, 7-0 становится у нас результат. Да, по ходу первого тайма я уже вспоминал, что в первом и во втором кругах по 10-0 горожанки одолели пинский коллектив ДЮСШ по ЛСГУ. Ну вот, пожалуйста, еще 7 мячей отгрузила команда Пышника, еще 3, и вообще тогда такие сверхкрасивые все цифры будут, да? 10-0, 10-0, 10-0. По ходу всех этих трех кругов. Австрийка. Полина работает на коротке. Через Яну Хотареву. Ну, кстати, по ходу сезона девушки из Пинска держали 3 победы. Я, в принципе, об этом тоже говорил. Первая победа случилась 23 апреля в домашней игре против Гомеля 2-1. Вторая виктория была датирована 3 мая. Что интересно, были повержены новополочанки. Да, Нафтан в этом сезоне появился на свет, ну, женский, я имею в виду коллектив. Очень неординарные результаты новополочанки показывали по ходу сезона. Ну и вот было такое поражение, да, выездное от ДЮСШ по ЛСГУ. Ну и также 12 июля печанки одолели все тот же Гомель 1-0. Ну и при том 2 ничейных результата тоже было зафиксировано с командой АБФФ ВУ-19 1-1, что тоже вызвало небольшое, наверное, недоумение, да, потому что, ну, все-таки фаворитками, скажем так, базовая команда нашей молодежной сборной была, но, тем не менее, был зафиксирован ничейный результат 1-1, и 9 августа ДЮСШ по ЛСГУ набрал, ну, скажем так, последние свои баллы. Был ничейный результат с Белшиной 2-2. Ну, что касается команды Пышника, то по ходу сезона, конечно, горожанки очень тоже много очков потеряли, что им, в принципе, не свойственно было в предыдущие сезоны, где в основном судьба золотых медалей решалась
там мощных противостояниях против «Динамо», но вот в нынешнем сезоне, как видим, досрочная победа была у команды Малеева. Но вообще минчанки, в принципе, не так уже и ярко стартовали в сезоне. Сразу был ничейный результат зафиксирован в матче против Витебска. Но чуть-чуть попозже об этом. Зубко. Хороший выход по правому флангу и передача. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки Мирослава здесь непосредственно в ворота пыталась мяч изначально отправить. Но получилось что-то наподобие передачи во вратарскую. Но и опять же перекинуть, в принципе, Машу Толстую-то удалось. Другой вопрос, что защитницы, две центральные защитницы по ЛСГУ заблокировали пространство для удара нападающий Минская Тарас. Но, во-вторых, передача не совсем, что ли, удобной была для партнерши. Острейка. Так вот, в первом туре Минск сыграл ничью на выезде с Витебском 1-1. Уже в четвертой игре было вот это вот, скажем так, женская классика между Минском и столичным «Динамо Бгувк». Горожанки проиграли со счетом 1-2. Было также поражение от Могилевского Днепра 3-1 по ходу сезона. Ну, с «Динамо» вообще, в принципе, матчи не получились. Поражение было 1-2, во втором круге 0-3. Ну и, соответственно, вот недавно Минск также здесь на Маяковке проиграл «Динамовкам» со счетом 2-3. Так что 3 из 3 на счету команды Малеева в нынешнем розыгрыше чемпионата. И еще отметил бы два ничейных результата горожанок с брестскими «Динамовками». Вот что тоже любопытно. 1-1 и 2-2. Поэтому, ну, в принципе, как видим, минчанки очень много очков, конечно, растеряли по ходу нынешнего сезона. Минск идет в атаку, в центре Зубко. Ну, не было бы здесь положения вне игры. Ну, тут в любом случае передача вообще не получилась. Подставила ножку Милен Чадович. Зубко разворачивается. Правой ногой мягкая передача. Острейка подключается к этой атаке. На самом деле, учитывая погодные условия, девчатам нужно наоборот больше и стремительнее перемещаться по полю стадиона футбольного клуба Минск, потому что просто замерзнуть можно, если, наверное, этого не делать. Пас на Шемирах. Давала Ляна Мирошниченко. Падение. Все чисто. Да, Дмитрий Коржик здесь безучастен в этой ситуации. Показывает, что нужно подниматься девушкам и продолжать эту схватку. Но вот футболистка из Пинска пока так присела. Не может она продолжить этот матч. Ну, полагаю, там неприятное все-таки было столкновение. Ну, повторюсь, самое главное, чтобы без каких-либо повреждений все закончилось. Ну, а Дмитрий Коржик призывает специалистов медкорпуса появиться на поле, чтобы девушке команды ДЮСШ по ЛСГУ была оказана медпомощь. Это Екатерина Чалык. Ну, кстати, не забываем о том, друзья, что Сергей Щепки и Николай Коляда пока не производили замен. В отличие от Андрея Пышника, который сразу 4 футболисток снял с игры в старте второго тайма. Ну, опять же, результат тому способствовал. Хотя вот что интересно, почему Виктория Валюк все-таки ушла, мне кажется, можно было еще немножечко дать ей позабивать в этой игре. Понабивать вот эти вот свои баллы результативные. Но решение, конечно, было за тренерским штабом Минска. Но было принято вот такое вот непосредственное решение. Так, ну что, поднимается Екатерина Чалык. Ну, понятное дело, по регламенту соревнований нужно ей пока покинуть будет пределы периметра футбольного поля. Но в ближайшей паузе Дмитрий Коржик все-таки позволит девушке из Пинска вступить в дело. Ну, самое главное, повторюсь, чтобы не было здесь травм и повреждений. Это самое главное. Игра сейчас у нас возобновится. 65-я минута поединка у нас идет, друзья. Минск, ДЮСШ по ЛСГУ 7-0. Такой счет. После первого тайма результат был 4-0. В втором тайме еще 3 мяча. Горожанки отгрузили ворот соперниц. Ну, при том тоже такие красивые, интересные, классные, витиеватые розыгрыши были. С правого фланга 2 мяча было забито. Затем Шемирах отличился из-за пределов штрафной. Тоже красивые голы. Ух, как здорово! На дриблинге одну-вторую. Вот это красота. Ну, это в учебнике можно заносить. Вот эту вот классную комбинацию горожанок. Но опять же, вот под мои эти рассуждения и слова, да, что минчанки сегодня очень интересные тоже голы забивали. Пожалуйста. Все очень технично, все очень здорово, все очень красиво. 8-0.
Ну вот, пожалуйста, друзья. Вашему вниманию повтор этого момента. Мирослава Зубко забила. Там тоже Лиана Мирошниченко, конечно, блестяще сработала. 8-0. Ну, повторюсь, друзья, вот есть какие-то у меня тут мысли насчет того, что эта игра вполне может завершиться 10-0. Вот, вы знаете, такие будут действительно красивые цифры, да? В первом круге 10-0, во втором круге 10-0, ну и пожалуйста. В третьем круге, в заключительном матче также десяточку. Вполне могут горожанки отгрузить ворота соперниц. Пас налево. Здесь передача не прошла. Илькевич. А атакующий потенциал как-то у пинчанок немножко подугас. По ходу второго тайма. Ой-ой-ой. Так, ну все ли там в порядке с Брилевой? Да уж, Мариана, по всей вероятности, потянула там заднюю поверхность бедра. Ну вот опять же, она без мяча находилась, потому что так долго. И, по всей видимости, мышцы немножко тонус потеряли. Хотырева. Передача, удар по воротам от Протасюк и, по всей видимости, офсайд. Да, Дмитрий Коржик дает свисток. Так, а что там с Марианой Брилевой? Ну вот сейчас я смотрю, вроде бы все-таки все в порядке с ней. Но нужно как-то ей тоже поактивнее разминаться, кстати говоря, учитывая, что она без мяча играет. Можно просто приседать, не знаю, ну, как говорится, какие-то вот такие вот упражнения все-таки поделать. Двойная замена готовится в составе пинского коллектива. Валерия Серкевич и Ульяна Разжаловец появятся на футбольном поле. Скоро узнаем, вместо кого появятся эти девушки, которые уже просто продрогли тут возле бровки. Но, с другой стороны, нужно уже было что-то тоже поддевать, полагаю, девчонкам в преддверии этого матча. Как-то дополнительно утепляться. Так, ну что, вот, пожалуйста, слышим свисток главного судьи. Итак, Валерий Серкевич вместо Екатерины Чалык появляется. Ну, Катя недавно получила повреждения. Специалисты медкорпуса привели ее в порядок, но, тем не менее, чтобы не рисковать здоровьем этой девушки, видимо, Сергей Чепки снял ее с игры. И также вместо Дианы Романюк появляется Ульяна Разжаловец. Ну, такая вот двойная у нас замена. Ну, вроде бы с Катей все в порядке, да. Это тоже не может не радовать. Чуть-чуть, может быть, она прихрамывает, но в целом все с ней хорошо. 68-я минута. Поединка, друзья. 8-0. Минск ведет матч против ДЮСШ Полес ГО. А вот будут выполнять футболистки команды гостей. Дальний следует заброс. Ну, там ставит ногу девушка из Уганды. Шамирах на луге. Ну и мяч кидает пределы поля. Ну, Шамирах там, собственно, до этого мяча ну, не добралась, не дотрагивалась, понятное дело. Так бы был угловой. Позволила мячу покинуть пределы поля. Мариана Брилева. Ну, благо, с голкипером Минска тоже все в порядке. Шамирах. Передача направо. Стрейка. Полина здорово. Очень работает. Мяч остался в игре. Ну, чуть-чуть бы еще и свалился бы он все-таки за ленточку белую, но остался в игре. Зубко пробивает по позиции Маши Толстой. Мария играет надежно. Ну, по факту, повторюсь, наверное, претензий сильных к действиям голкипера команды США по ЛСГУ нет. Ну, наверное, за исключением вот того самого дальнего удара, Шамирах. Да, там, мне кажется, ну, все-таки могла Маша чуть-чуть получше сработать. В остальных же эпизодах ну, там просто разрывали горожанки оборону команды НДЮСШ по ЛСГУ. Там без каких-либо претензий к голкиперу. Хотя, с другой стороны, и Шамирах, когда забивал, я напомню, мяч так предательски подскочил перед глазами Толстой, которая уже тоже вытягивала ручки там, чтобы этот мяч забрать. Но, тем не менее, мяч перепрыгнул руки голкипера и отправился в ворота. Пас направо. Хотырева. Яна хорошо левой ногой так тоже протягивает мяч. И пас в свободную зону. Определенное недопонимание горожанок.
Сразу Мирослава Зубко так взгляд свой бросила на Яну. Яна, видимо, извинилась перед партнершей. Ну и ошибка уже в этой передаче от футболиста пинского коллектива. Катя Шилова тоже так расстроена была тем фактом, что не смогла она за мяч этот зацепиться. Шемирах. Ух, какой, друзья, снегопад. Сами все видите. Последний тур женской футбольной лиги стартовал. Но вот мужчинам придется еще немножко помучиться, что называется. В этот уикенд будет 29-й тур, но на следующей неделе заключительный 30-й тур. Есть передача. Туда, к центру штрафной площади. Соответственно, Маша Толстой летел мяч. Да, во втором тайме девушки из команды ДЮСШ-ПЛСГУ вообще, в принципе, ничего не могут сделать в атаке. Ни одного удара в сторону ворот Марианны Брилевой. Если в первом тайме хотя бы предпосылки какие-то имели место быть, а вот на 9-й заход идут футболистки Минска. Удар, Протасюк. Разворачивается Даша, ищет, где там этот мяч упал. Он, кстати, опустился в штрафную площадь ДЮСШ-ПЛСГУ. Чухольская. Ну, заканчивая мысль, да, то во втором тайме вообще у ПЛСГУ мало моментов. Но, опять же, тут, возможно, физика где-то играет определенную роль. Физически, конечно, не хватает команды Сергея Щепкова, Николая Коляды в играх против, ну, столь сильных соперниц. Бросают из аута. Гости. Что будет здесь? Вот наподобие что-то прессинга сейчас с вами наблюдаем. Ну, по крайней мере, да, вот, как видим, здесь такая попытка напугать Мариану Брилевой была. Но если бы Мариана своевременно мяч не вынесла, то такой достаточно курьезный мяч мог у нас случиться. Передача, прекрасный подкат от Кати Луцкевич. Мяч вылетает за боковую. Ну и Дмитрий Коржик показывает, что в распоряжении минчанок этот самый мяч остается. Виктория Натиткова. Шемирах. Хороший четкий пас. Коротке. Отличный выход. Удар по воротам и 9-0. Это 73-я минута. Да, все как по нотам. Очень спокойно, очень размеренно, очень красиво. Ну так, 9-0 становится у нас счет. Сейчас дождемся повтора. Ляна Мирошниченко у нас отличилась. 9-0. 73-я минута. Ну, знаете, так вот, такими тихими, спокойными шажками, как видим, команда Андрея Пышника может даже и перебьет этот результат, который был зафиксирован в первом и во втором кругах. Кто знает. А футболистки Минска идут в атаку. Передача на Зубко. Мирослава развернулась. Пас налево. И заброс уже в штрафную площадь соперницы. Это Острейка. Но все тут перекрыто. Да, вот рикошетик случается. И мяч, как видим, падает на сетку ворот Маши Толстой, только сверху. Сейчас будет еще угловой. К угловому флажку подходит Ляна Мирошниченко. Ну, кстати, мастер этих вот дальних подач, исполнение штрафных ударов. Удар у нее действительно очень хороший. Ну, подача прекрасная. Мариана Брилева. Ну, вот молодец, кстати. Сейчас Мариана, очень активно она разминается в центральном круге. Так прямо в центр футбольного поля она стала. Но, по крайней мере, тоже правильное решение, чтобы мышцы были в тонусе. Подача еще одна. Вынос защитницами команды ПЛСГУ. Еще один навес, заброс. Ну что, тут уже третья волна атаки у горожанок. Обратная передача. Включается в работу Натиткова. Пас налево. Сигнализирует, кстати, Лиза Чухольская помощнику арбитра, что был офсайд. Офсайда не было, это 10-0. Гол был.
Да, Дмитрий Коржик спокойно показывает, что девушки, был гол. Да, что-то поплыли немножечко пинчанки. 10-0. Ну, по сумме 3 матчей уже 30-0. Такой результат между Минском и ДЮСШ ПЛСГУ по ходу всего сезона. Кристина Киянко, 5-й номер. 5-й номер у нас отличилась. Ну, соответственно, напомню, что 5-й мяч на счету Кристины был. Ну и что символично, 10-й гол тоже на ее счету. 10-0 становится у нас результат. Так, друзья, кто у нас вообще, в принципе, сегодня-то отличался? Заглядываю я в протокол. Получается, у нас у Виктории Валюк дубль. 15-37 минуты. Дубль на счету Кристины Киянки. Так, также у нас сегодня забивала Мирослава Зубко, Лиана Мирошниченко, Яна Хотырева, Шамирах на Лугья. Так, ну, по всей вероятности, пока не всех тут я перечислил. Давайте еще смотреть за этим моментом. Так, у Мирослава Зубко у нас, кстати, дубль. Да, тоже дубль. Ну, вот еще один гол. Пока вот перечислял, я вспоминал про всех авторов голов. Тут у нас еще один мяч случился. Ну и как я уже, в принципе, говорил, что в сегодняшней схватке, возможно, Забил. Понятно. будет переплюнут тот результат. Мирослава Зубко, кстати, отличилась. Да, 11-0. Здесь рукой немножко подыграла, полагаю себе, Ульяна Разжаловец. Разворачиваются горожанки. Пас на правый фланг. Полина Австрийка. Зубко. Ну, здесь офсайд. Случается у нас офсайд. 78-я минута матча, друзья, у нас. Счет 11-0. Ну, опять же, где-то, наверное, предполагаемый результат. Хотелось бы, опять же, наверное, больше остроты видеть у ворот Марианы Брилевой, чтобы все-таки печанки себя проявили, чтобы не просто так они проделали такой дальний путь в столицу на этот заключительный, не столь холодный матч. Но пока, видим, не получается. Но соперница, конечно, очень сильная. Передача Зубко. Нет. Удается все-таки мяч догнать. И Маша Толстая великолепно тоже здесь действует. Прекрасно работая на выходе. Передача налево. Шилова. Голик. Там уже Яна Хотарева уже активно вступила в работу. Зубко. Подача. Перчатками работает Маша Толстая. Еще один удар. Ну и здесь уже каркас ворот сотрясают футболистки Минска. Да, что-то просто замерзли. Пинчанки в столице, по всей вероятности, во втором тайме. Да, тут уже тотальный контроль, тотальное доминирование по ходу второй 45-минутки в исполнении команды Андрея Пышника. Пока никаких контраргументов нету у красно-белых для того, чтобы, ну, маломальски хоть что-то создать у ворот Марианы Брилевой. Да, 11-0. Ну, не знаю, какую тут интригу еще вот можно подыскать, да. Опять же, с лучшим голеадором чемпионата мы уже определились. Это Виктория Валюк. Опять же, хотелось бы эту девушку поздравить. 35 голов на ее счету. Вот такой вот яркий показатель у этой нападающей. Ну, сейчас тоже, друзья, узнаю результат параллельной схватки, где Динамо играет против Гомеля. Ну, вполне возможно, что там тоже
плюс-минус, наверное, такой же крупный у нас результат. Ну, кстати, да, все верно. 10-1 там счет. Ну, вот, что интересно, гомельчанки смогли отличиться в матче против чемпиона. Команде по ЛСГУ пока этого сделать не удалось. Ну, там также заснеженное поле стадиона, только уже Динамо Юни. Напомню, что эти схватки у нас проходят в столице. Чадович. Передача следует налево. Ну, так уже через левый атакующий фланг пытаются мяч протянуть вперед. Футболистки ЮСШ по ЛСГУ. Ну что ж, последняя 10-минутка, друзья, у нас. Ну, самое главное ее просто спокойно доиграть, опять же, чтобы не было никаких эксцессов у нас. Нету офсайда, заброс вперед, толстая, и какая красота на пустые ворота. На пустые ворота выходят девушки из Минска, и передача следует, сбивает Зубко. Да, не пожадничала в этой ситуации Яна Хотырева. Отдала передачу, Зубко забила. Ну и видим радость девчат. Да, очень интересный тоже момент. Ну, отмечу, что пыталась тут Маша Толстая, ну хоть как-то помешать соперницам выйти в такую вот классную атаку. Но не получилось. Так, у Мирославы Зубко что у нас получается покер, да? Это 4-й ее мяч сегодня. — 12-0. Пас назад. Брилева. Играет через Ангелину Гирос, которая, кстати, в старте второго тайма-то у нас появилась на поле, но Ангелину практически-то мы с вами и не видим. Потому что в обороне особо-то и не приходится отрабатывать с горожанкам. Поднимает правую ручку вверх Полина Острейко, сигнализируя партнерше о том, что ну, можно на нее, в принципе, отдавать передачу, что она, в принципе, может здесь завершить эту атаку очередным голом на ворот соперниц. Видим прессинг от Кати Шиловой. Ну, друзья, напомню, что в запасе у команды ДЮСШ по ЛСГУ остаются Эрика Нагорная, Ольга Сергеюк, Марьяна Силич, ну и также Ксения Переходько. Соответственно, 4 девушки. Ну, а в составе Минска в запасе Диана Кацинель, Мария Демидова, Анастасия Шупо, Екатерина Миклашевич и Виктория Казакевич. Такие девчата могут появиться в составе команды Андрея Пышника. Пас через центр на Чухольскую. Нет, прошу прощения, это все-таки Валерий Сергеевич. Вот похожего такого цвета, да, две блондинки. Вот немножко перепутал здесь этих девчат, но а этот гол не защита. Там уже была у нас остановка. Дает свисток Дмитрий Коржик и разводит руки в стороны. Ну что ж, так вот на классе. Кстати, не сказать, да, что какие-то тут сверхъестественные ресурсы были вложены подопечными Андрея Пышника в эту победу. В спокойном таком размеренном, опять же, ритме горожанки добиваются крупной, я бы даже сказал, сверхкрупной виктории с двузначным счетом на табло. Но в любом случае, честно говоря, хотел бы и девушек из ДЮСШ по ЛСГУ отметить, особенно по ходу первого тайма. Вот, как они работали. Были вылазки, были попытки обострения у ворот, создать обострение у ворот Марьяны Брилевой. Ну и в нескольких случаях действительно Марьяне пришлось вступить в дело. Но на второй тайм, полагаю, у пьячанок просто-напросто не хватило сил. Шамирах. Мягкий заброс. Выполняет Виктория Натиткова. Вновь Шамирах с мячом. Пас налево. Мяч уже в штрафной площади соперниц. Успевает развернуться Лиана Мирошниченко. Шамирах вот не дает спуску своим противницам.
Ну и просто-напросто пьячанки выбивают этот мяч хотя бы за пределы своей штрафной площади. Делает это Елизавета Чухольская. Практически все подборы остаются за Минском. А вот может контратака возникнуть. Анастасия Гиевич. Но чуть-чуть побыстрее нужно Пинску работать сейчас. Хотя, конечно, эти переходы из обороны в атаку, тем более матчи против Минска, не так-то и легко даются. Тут не только пинскому коллективу, но, в принципе, любому, наверное, сопернику. В итоге потеря и 3, ну, не в 3, да, тут 4 все-таки было футболистки команды ДЮСШ по ЛСГУ. Но в целом хорошая могла контратака получиться у хозяек этого поединка. Яна Голик, капитан по ЛСГУ, дает передачу налево. В направлении Милен Чудовищ был сделан этот пас. Но это Полина Острейко. Ну, мяч метается туда-сюда. Ну, откровенно тоже уже команда доигрывает. Матч получится. У горожанок отличиться получится. В принципе, не получится. Полагаю, грустить подопечный Андрея Пышника тоже не буду. Но второй тайм, конечно, очень классным, ударным получается в исполнении столичных девушек. Первый-то тайм 4-0 у нас закончился. Получается 8-0 по ходу тайма номер 2. Такой у нас результат. Притом голы абсолютно разный вкус были забиты. Ворота Марии Толстой. Очень красивые были мячи. Из-за пределов штрафной площади и с близкого расстояния. Ну, в целом там такие очень классные были розыгрыши. Ольга Сергеюк в скором времени вступит в дело. Вступит в работу. Футболистка под 8 номером. Ну вот, пожалуйста, это замена в составе команды гостей. Только осталось выяснить, вместо кого Оля появится в этом матче. Меняет она Настю Агиевич. Футболистку, которая играла под 10 номером. Ну что ж, друзья, 87-я минута поединка подходит у нас к своему финишу. Ну и скоро узнаем, сколько Дмитрий Коржик вместе со своими помощниками добавит к этому матчу. Ну, опять же, исходя из результата, да, были у нас голы, были остановки, девушкам оказывалась необходимая медпомощь, но с другой стороны, опять же, тут, полагаю, не сильно много этого времени будет добавлено. Ну, может, минутки 2. Ну, может, от силы 3. Но больше уж точно. Уверен, Дмитрий Коржик не будет добавлять. Из аута выбрасывает капитан по ЛСГУ Яна Голик. Яна вновь с мячом. Ух, как здорово. Молодец. Ну, двоих футболисток соперниц прошла Яна, а вот Полина Острейко, как видим, уже не по правилам остановила капитана команды гостей. Ну, благо с Яной Голик тоже все в порядке. Поднимается она своими силами. К мячу подходит Милена Чадович. Правой ножкой. Такая дальняя подача. Там Екатерина Шилова пыталась тоже навязать какую-то борьбу соперникам. Футболистки по ЛСГУ продолжают атаковать. Шинкарук. Ну, сейчас перехват от Минска. И заброс по правому флангу. Здесь Мирослава Зубко. Мирослава смещается, поднимает свой взор. Видит, что Даша Протасюк слева и передача. Но тут не Даша, забивает тут автогол. Это случается все-таки от ноги Лизы Чухольской. Мяч улетает в ворота. Маша Толстой. Ну, понятно, что неумышленно. Никаких вопросов к Лизе быть не может. Классный, стремительный момент в исполнении команды Минск и автогол Елизаветы Чухольской. 13-0. Да, 9-0 по сумме, ну, вернее, по ходу второго тайма, по сумме матча 13-0. Запрос вперед. Прекрасно ставит корпус в этом случае Кристина Киенко. Ну и позволяет мячу покинуть пределы поля. Ну что ж, последняя минута матча, друзья, у нас идет. Сейчас узнаем, сколько там Дмитрий Коржик добавит времени к этому противостоянию. Ну, я уже, в принципе, свое мнение высказывал на этот счет. Полагаю, минутки 2, наверное, не больше. Ну вот на такой мажорной ноте Минск завершает этот сезон 2025. Ну, хочется еще раз, в принципе, команду, да, Андрея Пышника поздравить с серебряными наградами. Хотя, конечно, полагаю, не на этот результат рассчитывали горожанки в целом.
Ну и, соответственно, тренерский штаб. Ну, как есть. Зубко можно забивать 14-й, да, гол есть, но он не засчитан. Положение вне игры. Ну, а что касается девушек из ПолисГУ, тоже этому коллективу хочется пожелать удачи в сезоне 2026. Я уже тоже говорил, ну, даже вообще ничего не добавляет Дмитрий Коржик. Я уже говорил о том, что, надеюсь, эта команда будет существовать и будет у нее все хорошо. Ну что ж, друзья, Минск одолел ДЮСШ ПолисГУ. Итог бы счет 13-0. Поздравляю Минск с победой. ДЮСШ ПолисГУ, опять же, спасибо за этот сезон. Спасибо вам, друзья, что следили за нашим эфиром, оставляли свои комментарии. Этот матч для вас комментировал Сергей Фоминский. Всего вам доброго. До новых встреч на нашем любимом женском футболе. Пока.